Данное видео не несет в себе оскорбительного чувства по религиозным, гендерным или каким-либо признакам. Даже видео ничего не вызывает и ничего не утверждает как особенность личности развлекательных целях. Все, что вы слышите, является сугубо оценочным суждением автора. В видео может присутствовать ненормативная лексика. Автор просит носить представляемый материал злой юмор и иронии. Мы вот думали, вот месяц. Месяц это так много, типа, вот для ожидания. То, что его долго еще ждать, что ты переедешь, уедешь, а уже, блядь, все. Здорово. Самое лучшее, бля. Ты не отдаешь? Это тебе. На будущую камеру, типа? Да, ты должен заработать. В следующем году еще огромнее будет. Толстый еще будет. Ты пакеты взял? Вещи взял? Стоящего кресла или на свободной багажной полке. Сейчас мы пополняем 14 единиц. Зачем? 14 рублей на карте, этого не хватит. А сколько надо? Ну, сейчас. Ну, проезд стоит где-то 60-50 рублей, поэтому... Ну, я обычно на 300 выполняю, потом... Тык. О, Закрываем, это... кайф. Теперь нам сюда. Это типа... Выкладывайся. Сюда? иди. А. Ебать. Там написано, сколько у тебя осталось на балансе денег. Да. Чуть не потерял. Ну, там, там на эту сторону. Чтобы в центре всегда в эту сторону Это наш? Откуда пойдем? На середине? Почему это похоже на лабиринт? Это похоже просто на длинный туннель, который не заканчивается. Метро — это вообще очень классная система, которая поражает своей эффективностью. То есть вы садитесь, допустим, где-то в Строгино на метро, и буквально через минут 15-20, могу ошибаться, вы уже в Москве. Это очень круто. А еще в метро какая-то такая абсолютно другая атмосфера от города. Вот ты заходишь туда, и у тебя все. Вся вот эта вот городская суета пропадает. А когда ты выходишь в город, у тебя типа появляется вот такая вот суета, когда все куда-то спешат, все куда-то идут. Хотя в метро это то же самое проявляется, но в менее таких форматах. Еще очень классно в метро наблюдать за разнообразностью, за палитрой людей, типа начиная от национальности, заканчивая тем, кто чем себя увлекает во время поездки. Это классно. Это прям вообще прикольно. Вот, сейчас мы гуляем по Москве. Я не знаю точно, где мы, но она такая большая, ты смотришь на карте, где ты, и не понимаешь вообще от слова вообще. Тут катаются классные машины. Блять, такие классные. Итак, друзья, из-за того, что на заднем плане видео у нас музыка с авторскими правами, очень вкусные напиточки, я взял какой-то... Я не могу этот фрагмент вставить во влог, поэтому давайте вам вкратце расскажу, что было на этом видео. В общем, мы зашли в какой-то кафетерий, я заказал себе арбузный коктейль с названием Акаи, и на вкус он был, ну, где-то на 8 из 10 из-за того, что он имел такую кислинку небольшую. Но в целом кафетерий очень понравился из-за своей уютной атмосферы и обстановки. Коктейли холодные, подача быстрая, все очень классно. Рекомендую.
Скарф основан на самокатах, и главное не упасть, как в прошлые разы. Мы сейчас едем 12 км в час из-за того, что ограничение на ВДНХ стоит, ну, около 15. Меня обгоняют велосипеды. Так нечестно. Это вообще нечестно. Тут очень красиво, блядь, вы бы знали. Я как будто еду сейчас по какой-то другой вообще стране или что-то подобное. Это вот. Классно. Испугались? Я честно боялся за камеру. Первые впечатления от Москвы были совершенно иными, потому что я прилетаю в Новосибирск. Там очень большой аэропорт, очень красивый. Посещаю я, значит, бизнес-зал S7. Он очень красивый. Но знаете, в чем прикол был? Я положил свой чемоданчик в их шкафчик. Затем ввожу пин-код, пароль из 3 цифр, 3 цифры. Иду набирать себе, значит, фуршетик такой красивенький, сладенький, ароматненький, классненький. Вообще просто лажури, кайфули. Набираю я фуршет, и потом до меня доходит, что я забыл пин-код на шкафчике в бизнес-зале S7. Я такой думаю, у меня через 30 минут рейс, и мне нужно будет как-то достать свой чемоданчик. Я беру и иду к стойке регистрации, администрации S7. Спрашиваю, можно ли как-то открыть шкафчик. Они такие, да, а ваш шкафчик какой? Я такой, вроде этот. Они такие, а что там? Я такой, чемодан. Они такие, ну понятно, что чемодан. Какого цвета? Я такой, черного. Они такие, хорошо. Достают ключи и открывают шкафчик. Я такой, фух. Потом они спрашивают, мол, вы будете ставить новый замок, новый пин-код? Я такой, не, можно ключами будет открыть? Они такие, типа, ну да, конечно, типа, бро, ключами откроем. В самолете места были очень некомфортные, потому что, вот сейчас фотография будет, потому что передние кресла откидывались, а мои кресла не откидывались, тем самым создавая помеху, чтобы пройти и выйти в туалет. Как-то неудобненько, да, неудобненько. А затем 4 часа с половиной в полете. А потом я выхожу в аэропорту Домодедово. И знаете что? Он тоже огромный. Я думаю, как здесь не заблудиться. Я ищу 3-й выход. Я нахожу 3-й выход. Выхожу в этот 3-й выход. Меня уже встречают. И мы едем спокойно домой. Чтобы доехать до Красной площади, мы заказали такси Mercedes-Benz E-класса. Короче, сейчас к нам приедет Петрос. Вон он. Ой. Он очень красивый. Да? Нет. По идее, должен. Здравствуйте. Летать үргене хамсатта Ферста рифмата күсүрәгін манетта Күн кирер сабаққа саста Ни на что не намекаю, но со мной новая жизнь, взял Я больше не знаю, с чего быть в шоке. С того, что мы сейчас приехали за 1000 с чем-то рублей, либо за то, что я вижу впервые Красную площадь. Что? Я говорю, не знаю, с чего быть в шоке. Она закрыта? Серьезно? Мы приехали. О, ребята, я нашел, короче, этот. Видите, вон то здание? Туда дрон врезался. Я приехал на Красную площадь, она закрыта. На этом влог заканчивается. Я посетил Красную площадь, но она не посетила меня, потому что она закрыта.
Вот, все, ребятушки, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы сейчас поедем. Азбука вкуса, да? Да, в Азбуку вкуса поедем. Вкусу. Да поебать. Приехали сюда на Мерсе. Ощущения... Да. Ощущения классные, но заплатили дохуя.